Наурыз относится к одному из самых древнейших праздников всего Евразийского континента. Все народы, которые живут на этой земле, празднуют этот праздник с самых древнейших времен. Он появился еще задолго до появления великих монотеистских религий, таких как ислам, иудаизм или же христианство. Он является общим для всех народов Евразии, и для казахов он восходит к такому мировоззрению, которое сейчас у нас называется тенгрианство, и связан с обожествлением духов природы. Кроме того, он также связан с такими явлениями, как смена времен года, потому что вот именно четырехсезонный цикл природный, который характерен для нашего региона, придавал особое значение периоду перехода от зимы к лету, к весне. Потому что зима для традиционной культуры всех народов в доиндустриальную эпоху была очень тяжелым временем испытаний. И поэтому благополучный выход из этого периода рассматривался как победа сил жизни над темными и злыми силами природы и торжество сил света и добра. Он связан с таким явлением, как День весеннего равноденствия. И поэтому главное смысловое его содержание – это празднование прихода Нового года, который олицетворялся с приходом солнца, света, тепла и возрождения жизни. Для казахского народа этот праздник имеет некоторые особенности, которые обусловлены его скотоводческим образом жизни, его скотоводческим способом хозяйствования, на котором основывался весь образ жизни казахского народа. И поэтому наш праздник Наурыз как бы является продолжением другого праздника, который называется Курсу. Это связано с тем, что выжить зимой вместе со скотом в суровых условиях климата евразийских степей, суровой зимы, буранов, снега, гололеда, джутов, это на самом деле было очень сложно, и не всегда оно заканчивалось благополучно. Чтобы выжить в этих условиях, казахский род, казахская община делилась. Выжить меньшим количеством людей легче, и поэтому на зимовке роды делились и уходили на каждый на свою зимовку. Казахская зимовка – это особое место в системе казахских пастбищ сезонного кочевания, потому что зимовка – это, как правило, защищенное место от ветров, там хорошо снабжается водой, там находится стационарное жилище, там находятся посевы злаковых культур, которые выращивали здесь, в основном рожь, проса. И это было трудное время испытаний, время изоляции. И поэтому, когда весной снова все собирались на Джаляу, то это была большая радость. И в это время казахи начинали как бы проверять, кто как вышел из этого сложного периода зимы. И поэтому қайтыс болғанға көңіл айтады, жаңа келгенге бата береді, потом поздравления со всеми там мероприятиями, которые происходили. И вот это все называется курсу. Вначале поздравляли старших родственников, ближайших, дедушку, бабушку, там, готовили угощения. Но праздник длился очень долго. Почему? Потому что у казахов, это общеизвестно, у казахов очень много родственников. Казахский этнограф, известный Ахселю Сейдембеков, подсчитал, что у казахов есть 99 наименований прямых родственников, прямых кровных родственников. Потому что у каждого казаха и у каждой казашки 3 группы родственников. Это уйжурты, то есть это род отца, затем нагаши, это род матери, и кайнжурт, это род жены. А в каждом этом роду есть свои братья, сестры, тети, дяди, двоюродные братья, дедушки, бабушки и прочее. Поэтому родственников много. И всех их надо обойти. И поэтому вот этот обряд курсу – это значит посещение ближайших родственников, потом дальше родственников, потом дальше. И вот этот праздник поэтому длился там 2 недели, месяц. В аулы друг друга проведывали, которые курши болган. Вот такой праздник отметки благополучия и надежды на благоденствие на последующий период жизни, потому что один из этапов сложного пути был пройден. Но вот этот праздник курсу становится сейчас у нас в современном Казахстане как бы дополнением к тому празднику Наурыз. Особенно с 24 года у нас этот праздник празднуется уже в таком развернутом виде. И это говорит о том, что у нас на самом деле происходит процесс возрождения истинно казахских обычаев и традиций.
И вот такое широкое празднование этого праздника именно с такой длительностью является свидетельством истинного возрождения исконно казахских традиций и обычаев. В советское время он был запрещен, а запрещен не совсем так официально, но как бы он был нежелателен. В отдельных регионах, где политический идеологический контроль был послабее, там он как бы праздновался народом и ничего, но как бы особых преследований не было. Но вы знаете, что Казахстан для Советского Союза и для советской власти представлял собой особый регион. И поэтому здесь идеологический, политический контроль был всегда очень особенным. Очень боялись казахского национализма. Это было связано с тем, что 3 объекта, которые обеспечивали господство Советского Союза как мировой державы, 3 находились на территории Казахстана. Это космодром Байконур, который обеспечивал первенство в космосе. Это Семипалатинский атомный полигон, который обеспечивал эффективность атомного оружия, ядерного оружия. И продовольственная независимость, самостоятельность обеспечивалась Целиной, которая тоже была на территории Казахстана. Поэтому политический контроль, идеологический контроль на нашей территории, над нашим народом был особым. Поэтому вопросы советизации, вопросы формирования нового мировоззрения коммунистического толка в Казахстане проводилось особенно жестко. И вот формирование нового мировоззрения советского человека, оно предполагало усилиями властей отказ от прежнего культурного наследия. Поэтому оно подвергалось критике, оно рассматривалось как феодально-байские пережитки. И поэтому в Казахстане, вот если даже в других регионах Советского Союза, там в Средней Азии, в Таджикистане, он еще как-то сохранялся, то у нас он праздновался, потому что мы праздновали там 1 мая, 8 марта и прочие праздники, то есть советские праздники. А традиционные праздники, такие даже как Наурыз, были запрещены по мере ослабления идеологического контроля, который связан с началом кризиса самой системы социализма в СССР. Национальная элита наша в лице советских партийных функционеров начинает как бы возрождать прежние традиции и обычаи. И поэтому уже где-то с конца 80-х годов у нас впервые начинается празднование Наурыза. На уровне пока так республиканских мероприятий большую роль в этом сыграл тогдашний секретарь ЦК КП Казахстана по идеологии Узбекали Джанибеков. Этот человек известен не только возрождением Наурыза, но он также внес большой вклад в целом в развитие казахской культуры, возрождение казахской культуры, традиций и обычаев. У него вышла прекрасная книга о казахских обычаях и обрядах. Кроме того, он так воплощением его практической деятельности является не только возрождение Наурыза, возвращение, например, Тайказана из Эрмитажа в Туркестан. Это тоже является его заслугой. То есть эти действия, это как бы такие показатели начала национально-культурного возрождения, которое имело место в Казахстане и которое вылилось в разрешение празднования Наурыза. Это было в 1988 году. Затем в эпоху независимости уже на уровне государственного официального праздника начинает праздноваться 22 марта. Возрождение традиционных обычаев является источником самосохранения этноса. Помимо языка, которая является первостепенной проблемой, сохранение традиций и обычаев – это сохранение своего собственного лица, своей этнокультурной идентичности. И поэтому сейчас у нас в Казахстане такой бум на традиции и обычаи, и он возрождается во всех формах. Смысл этого всего в том, что сейчас во всем мире в условиях новых средств коммуникации, появления новых источников информации, такого как искусственный интеллект, в целом, коммуникативных возможностей, потому что мы теперь все живем как бы в большой деревне, и все прекрасно знаем о новостях, которые происходят во всем мире, как будто бы это происходит в соседнем доме. И в этих условиях идет процесс нивелировки этнических, культурных различий между людьми, между народами. Мы все одинаково одеваемся, мы смотрим одинаковые фильмы, мы едим одну и ту же еду. Это в многом способствует формированию таких глобальных корпораций, которые не признают национальных границ, национальных различий. И это опасность потери этнического многообразия. А этническое многообразие является залогом вообще спасения человечества.
потому что мы же не знаем, какое будущее нас ожидает, а каждый этнос несет в себе уникальный опыт выживания в определенной природно-климатической среде. И поэтому сохранение этого опыта жизненного, он фокусируется в обрядах, обычаях, правилах поведения, он является достоянием всего человечества. И поэтому их надо сохранять в интересах и всего человечества, и конкретно каждого народа. Потому что только понимание своей идентичности, понимание, кто ты и откуда, дает возможность твердо стоять на ногах и с уверенностью смотреть в будущее.